Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите прямой эфир, летний эфир. Большое спасибо, что вы включили. Еще раз повторюсь, тавтологию добавлю. У нас очень много интересных гостей. Мы будем веселиться, радоваться, потому что сегодня пятница, а завтра выходные. И скоро еще и сэх. Так что давайте мы расслабимся. Вы готовы? Я готов. Without a man that don't lie. Rolling. Hands up high. Rolling. Hands up high. Rolling. Hands up high. Girls without a man that don't lie. Rolling. Hands up high. Rolling. Hands up high. Rolling. Hands up high. Girls without a man that Чуть don't lie. приглушить. Большое спасибо. Мы потанцевали, а теперь, дорогие, можно сюда, кто будет нам рассказывать. И у нас в гостях Туяра Томская. Любите жаловать. Также Виктор Захаров и Арина Петкевич. Всех остальных уже представит сама Туяра. Итак, Туяра, большое спасибо, что вы пришли к нам. Расскажите, пожалуйста, сначала, как называется команда? Команда из наших учеников называется Gravity Level. Это вот наши ученики школы танца Level Up. Угу. Также я хотел спросить, все-таки уже лето, каникулы, все дети стремятся куда? В лагерь. Да. У вас тоже также есть лагерь? Да, у нас тоже каждый год мы проводим летние танцевальные лагеря. Конечно же, и мы проводим дневные. И где это проходит? Сейчас будет проходить в Студгородке. У нас, получается, первичная профсоюзная организация нам помогает, и у них, получается, там есть коворкинг-центр. Вот, там есть все удобства, и танцевальный зал, пуфики, телеки. Там же они будут и кушать. Сколько часов? Кушать имеется в виду 3 раза в день или 1 раз в день? 2 раза в день. И все это бесплатно? Платно. Сколько стоит? Стоимость 10 тысяч. 10 тысяч рублей – это на сколько Это недель? на 10 дней. На 10 дней. Да. И плюс еще у нас будут гости из Москвы, танцоры. Мастер-классы? Да, мастер-классы именно обязательно. Константин Красильевич из города Москва, чемпион СНГ, Европы. Будет давать мастер-классы по хип-хопу. Ну и, конечно же, наши преподаватели, я сама буду преподавать. Вот, и ребята вот наши старшие, Витя и Влад, будут вожатыми. Вожатыми, получается. Хорошо. Возраст какой? Возраст от 10 до 17-18. С 10 до 17 лет. Мгм. А также я хотел вот у Вити спросить. Недавно вы прилетели с поездки. Где вы были? Более подробно. Ну, я вот уже летаю с 2015 года по 2-3 раза в Санкт-Петербург, в Москву. Однажды на Ялте был, на всяких фестивалях, Вот соревнованиях. недавно ты в Москве и в Питере, Да, получается. недавно мы летали туром в Москву, потом в Питер. В Что там Москве- происходило? В Москве был хип-хоп International, и там мы выступали командно, и каждый Вот, соло. телезрителям можешь объяснить, которые не понимают, что это означает? Вот имеется в виду, это чемпионат России, чемпионат мира. Это отбор на чемпионат мира. Вот. То есть со всей России приходят танцоры, они участвуют командами и соло. И победившие летят в Лас-Вегас участвовать на мировой. Ничего А себе. потом, после этого мы полетели на Respect My Talent. Там уже более такая легкая атмосфера, потому что там все такие дружные. Там все, большинство приезжает не за победой, а за атмосферой. Такая непередаваемая атмосфера, нужно быть танцором, чтобы ее понять. Ну, Извините, я не танцор, так что иногда не понимаю. Простите меня. ради победы тоже можно прийти, там призы хорошие. Ладно, Вить, спасибо большое. Если что-то еще добавишь. Арина Петкевич, вот, расскажи, пожалуйста, о школе и, конечно, о своих подчиненных, чуть не сказал. В будущем, может, станешь руководителем, когда откроешь свою танцевальную команду. Вот расскажи, пожалуйста, о своих друзьях, о команде, о школе. Да, я пришла в Level Up, то есть я почувствовала то есть это большая семья. Но я почувствовала то, что здесь дружно, все дружные, как бы не только тренирую, ну как бы там это не просто школа, а семья. Вот, наша команда называется Gravity Level. Потом я начала, то есть потихоньку прокачиваться, и нам сказали то, что Ну, сколько мы... ты занимаешься, Арина? Я Танцем? занимаюсь где-то, наверное, 5 месяцев где-то. 5 месяцев? 5, 6, 7 месяцев. А до этого, получается, Туяра, она чем занималась? Чем занималась? Да, вот она не сказала, да?
Ну, получается, смотри, Туяра, когда приходят новички, ты же сразу их видишь, кто может себя показать, а кто не сможет. Или каждый может показать себя. Каждый может показать себя, просто дети разные. Кто-то сразу может открыться, кто-то со временем. Нужно адаптироваться к условиям. Есть ребята, которые раньше танцевали в других студиях и приходят к нам в студию, скажем так. У некоторых уже есть подготовка, у некоторых вообще нет подготовки. Ну, у нас в школе есть разные эти группы, получается, для начинающих отдельно, и вот ребята, которые уже давно занимаются, они продвинутая группа. Вот мы выступаем, с ними номера ставим, на фестиваль ездим, вот серьезно готовимся. А Вот сколько всего человек, воспитанников у тебя, Туяра? воспитанников, ну, кто-то приходит, кто-то уходит, но где-то в среднем где-то человек 50-60, наверное. Потому что есть начинающие, есть еще взрослые от 18 лет тоже занимаются. Вот после работы приходят и тоже танцами занимаются. Также нашим телезрителям мы бы хотели показать видео, зарисовку. Внимание на экран. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some time, baby. Cause you know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours till the night is ours, and I'm back with you. This right here is my type of party. 5 more hours, we're just getting started. This right here is my type of party. 5 more hours, we're just getting started. 5 more hours, we're just getting started. How you wanna feel, baby? What you wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more. I treat you like a real lady. I'll keep you out the cold. I'll give you all my time, baby. You know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours till the night is ours, and I'm back with you. This is, yeah. This right here is my type of party. Yeah, 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 yeah. 5 more hours, we're just getting started. This right here is my type of party. This is my type of party. 5 more hours, we're just getting started. 5 more hours, we're just getting started. Все, уходим. Ну что, мы посмотрели шикарный ролик. Кто делал ролик? Вася Борисов. Вася Борисов. Шикарно, молодец, Вася. Так, и следующий вопрос. Вера, у нас очень мало времени. О дальнейших. Получается, дальнейшем чем будете заниматься и осенью что произойдет? В дальнейшем, конечно же, с осени мы начинаем наши тренировки, готовимся также к всероссийским чемпионатам с нашими учениками. И еще плюс мы хотим провести большой чемпионат уже в Якутске. Какой большой чемпионат? Мы обычно каждый месяц для наших учеников, ну и для всех танцоров делаем батл, Respect My Dance называется. И хотели бы его чуть-чуть сделать помасштабнее, чтобы и приезжали танцоры из Москвы, давали мастер-классы, чтобы охват был больше, скажем так. Туяра, ты все сама делаешь? Нет, со мной работает моя команда Funky Boom, Катя Потапова, Знаем, Сардана. да. Не раз приходил сюда напрямую. Милка, Женя, Коля. Всей командой Funky Boom мы работаем над развитием нашей школы танца Level Up. Ну вы молодцы, я восхищаюсь вами. Спасибо. Только вперед, только вперед. Только наверх Level Up. Да, и наверх, и вперед. Да. Достижения. Ну и, конечно же, о тренировке я хотел спросить. Как проходят тренировки? Тренировки у нас как проходят? Наказываешь иногда? Давай, Витя. Тренировки у нас проходят очень интенсивно.
3 раза в неделю. За опоздание что мы делаем? За опоздание отжимаемся. Микрофон чуть поближе, ведь. За опоздание отжимаемся. 1 минута опоздания – это 20 отжиманий. Ну, с мужиками так и надо. А К как? счастью, на час никто не опаздывал. И, Дисциплина. да. Превыше всего. Да, ну и самое главное, чтобы ребята сами раскрывались, сами были ответственными, учились быть ответственными и тоже учились быть открытыми, общительными. Ну, когда ребенок, он танцует, занимает танцами, он начинает открываться, и дети сами к нему начинают притягиваться. Ну, большое спасибо, что вы пришли к нам на наш летний эфир. И скажу нашим телезрителям, что это еще не все, потому что сейчас эта замечательная команда покажет класс. Прошу вас. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the family. Legacies, family, my AC look like a panda. Going out like a Montana, 100 killers on the hands. Eat my card. Damn. Nothing can stop me, I'm all the way. Nothing can stop me, I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Оп. Так, ну что, большое спасибо, что вы остались с нами и смотрите летний эфир, прямой эфир. И у нас в гостях Ия Панова, любительница, увлеченная велоспортом. Забираю я папочку свою. Большое спасибо, что вы мне помогли. Давайте мы станем так, чтобы всем было видно. Ну, я буду сидеть здесь, а вы будете так стоять, хорошо? Ну, как у вас настрой и сколько лет вы занимаетесь именно вот этим видом? Не Настрой- спорта, а увлечением, скажем так. Настрой у меня замечательный. С велосипедом, активно на велосипеде я катаюсь с 2014 года. Тем более сейчас это очень популярно. У нас очень много пробок. Если по Орджоникидзе поехать, то застрянем как минимум на 40 минут. Да, велосипед можно рассматривать и как средство передвижения транспорта, именно для того, чтобы добираться по делам, на работу, таких очень много. Но и можно использовать его исключительно для того, чтобы путешествовать по пригородам города, например. Кросс-кантри, или, да, например. походы и участие в соревнованиях. То есть на любой вкус и цвет, то есть его можно использовать и как спортивный снаряд, и как просто инструмент для получения удовольствия, для времяпровождения. Также вы мать 3 детей, до эфира вы мне сказали. Да, И у все меня- они занимаются тоже У меня 3 детей, увлечением. у всех есть велосипеды, и мы по возможности вместе куда-нибудь обязательно выбираемся за город или просто покататься. Как хорошо, я вам завидую, честно. По самым скажу. разным Белой завистью. поводам. Да. Поводов у нас, кстати, много. У нас есть Вело 1 май, где участие велосипедистов с детьми просто приветствуется. Колонна велосипедистов ежегодно
принимают участие. И, конечно же, на свой вкус и цвет можно на всевозможные праздники. Можно отпраздновать День велосипедиста. Тем более скоро ИСЭХ. Да. На ИСЭХ вы, наверное, А на ИСЭХ можно добираться на велике. И мне кажется, потому что на только автобусах, велосипеде, на потому что транспорте, на ни машине это автобусе, никак. Ни на автобусе, ни на машине. Там, как вы помните, жуткие пробки. По несколько часов люди стоят. Также скоро состоится Да, в это воскресенье. мероприятие. В воскресенье. Мгм. В это воскресенье состоится ежегодный, я надеюсь, уже второй раз проводится фестиваль «Реактив Байкфест». Грандиозное на самом деле в рамках нашего города событие. В прошлом году оно проводилось на территории туристического комплекса Чучурмуран, поляна так называемая, да? Значит, замечательное участие, большое количество участников. Я приняла там участие и была просто очень довольна возможностью прокатиться в колонне велосипедистов по достаточно протяженному маршруту от площади Дружбы до Чучурмурана. А в этом году в 9:30 у нас сбор велосипедистов. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех, кто катается на велосипеде постоянно, кто катается периодически, семьи с детьми, самостоятельно, приезжайте. И это замечательная возможность прокатиться велоколонной от площади Дружбы до микрорайона Птицефабрика. Маршрут, может быть, кому-то покажется слишком протяженным, но это не так. На самом деле темп движения будет удобный, и любой велосипедист сможет принять там участие. Любой велосипедист. Да, кроме того, на самом месте сбора, то есть на финише. То есть не надо пользу- взносы платить. Нет. Главное, чтобы велосипед Да, и каска главное была. велосипед и шлем, желательно, конечно, да. Поскольку в наше время это необходимое средство безопасности. И многие велосипедисты, наверное, подтвердят, что наличие шлема не раз выручало их во всевозможных ситуациях. Тем более сейчас очень неудобно для велосипедистов. У нас нет условий, честно скажу, в городе. Да, тяжело, конечно, да, очень тяжело передвигаться, но каждый раз, когда я планирую куда-то поехать, приходится обдумывать маршрут. То есть рассчитываем. Вот на этом будет наверняка очень оживленное движение, значит, я, может быть, там не поеду, да? Здесь у нас ремонт, здесь у нас тротуаров нет, да? И так далее. Особенно если с детьми отправляемся, то очень к этому надо внимательно относиться. Трепетно, конечно. Потому что если сам взрослый человек может выехать на проезжую часть, да? Значит, используя Вот. какие-то там... Большинство, извини, да, и я перебью, большинство водителей недовольны, потому что вы выезжаете прямо на дорогу. По Что вы поводу можете ответить водителям? недовольства водителей велосипедистов, конечно же, и с той, и с другой стороны есть очень крайние случаи проявления нарушений. То есть те, которые даже в голове не укладываются, да, когда человек по встречке едет посреди проезжей части, такое бывает, конечно. Но на самом деле и велосипедисты, и автомобилисты должны относиться друг к другу с уважением и с пониманием. Потому что действительно велосипедист, выбрав такое средство транспорта, по тротуару, согласно правилам дорожного движения, если есть дорога, если есть обочина, по тротуару он передвигаться не должен. Да? Поэтому, конечно же, нам приходится выезжать на дороги общего пользования. И здесь с автомобилями, конечно, очень сложно, потому что если, не дай бог, что случится, конечно же, ущерб, который будет нанесен Нанесет, да. велосипедисту и автомобилисту, он практически несопоставим. Да? То есть автомобилисты, они сидят в своей коробке, защищенные, но у них, по крайней мере, чувство защищенности присутствует, а велосипедист, вот он на дороге сам по себе. Ну, потому что нет условий определенных. Да, было бы, конечно, Специальные замечательно. дорожечки для велосипедистов. Да. Было бы замечательно, конечно, и все мы об этом Хотя бы в мечтаем. центре. Да, все мы смотрим о том, как хорошо где-то там велодорожки, да? За рубежом. Да, действительно, в больших, настоящих велосипедных действительно державах, если так можно их назвать. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы у нас действительно были велодорожки. И, конечно, повсеместно это невозможно. Это мы все прекрасно понимаем. У нас где-то даже улицы расширить невозможно, конечно, да? да. То есть сложная проблема. Ну, хотя бы какой-то небольшой кольцевой маршрут, чтобы действительно можно было добираться без необходимости вот выезжать на дорогу, конфликтовать с водителями, да, попадать в какие-то непонятные ситуации. Также я хотел спросить у вас, Ия, по поводу кражи. Очень много велосипедов крадут у нас в городе. Что вы можете посоветовать нашим телезрителям, новичкам, которые купили новый велосипед и оставили у себя во дворе? Ну, вы, наверное, заметили, что все велосипедисты, что полиция достаточно активно этой проблемой занимается, профилактическая работа проводится, листовки раздают, да? Значит, в местах скопления вывешивают инструкции, как нужно поступать. А поступать нужно следующим образом. Если вы действительно беспокоитесь за сохранность своего железного друга, Да. то
ответственность лежит, конечно, полностью на вас. Не оставляйте его без присмотра. Это первое. Второе, даже если вам приходится оставлять где-то велосипед, вы должны полагаться на вот противоугонные средства, да, то есть на тросики и на замки, которыми можете пристегнуть их к перилам или к А это не велостоянкам. помогает, Ия, Кстати, не у нас помогает. даже велостоянки же в городе есть. Где именно? Одно время же их не было у нас. Ну, у мэрии, например, есть, да. Значит, у торговых центров появляются. То есть это какое-то движение все-таки происходит. к лучшему, Бывают тем же не такие менее. затруднения. Например, я живу на 9-м этаже, и мне добраться, ну, лифт не работает. Проблематично. Оставить где-то, у кого-то нету гаража. Как это? Как выйти из этой ситуации? Все из Поднять этой велосипед и ситуации- пойти наверх. Да. Я рекомендую не лениться, поднимать на ночь обязательно. И если до нескольких часов вы планируете оставить велосипед, то, конечно, его тоже лучше поднимать. Потому что даже если его у вас не украдут, есть всегда вероятность, что с ним что-нибудь случится, да? То есть, что, как, например, у меня дочка оставила велосипед во дворе, побежала с девочками в подъезд поболтать, да? Возвращается, у нее седло валяется, колесо заднее сняли, грипсы я сняли. понимаю В общем, вас. мы ходили, собирали по двору все эти Ай-яй-яй, запчасти. ну, И нашли? пришлось, да, нашли, к счастью. К счастью, нашли. То есть, даже если кто-то не будет иметь умысла именно украсть ваш велосипед, то с ним может случиться всякое. К тому же, если вы неправильно его припаркуете, может случиться ситуация, что если вы будете загораживать проезд, что действительно и автомобилист может задеть, да, и, собственно говоря, люди, прохожие будут спотыкаться, не знаю, о педали, допустим, и так далее. У нас очень актуальна проблема, если вы, наверное, по городу передвигаетесь, то видели, наверное, у торговых центров у нас есть пандусы, да, и очень часто велосипедисты пользуются пандусом, собственно, самой территории для того, чтобы оставить велосипед. Опять же, хочу обратиться к велосипедистам, пожалуйста, так не поступайте, потому что, конечно, мы можем сказать, что это не всегда используется, да, то есть, ну, пандусы, скажем, не используются здесь вообще никогда, но это не так. У нас много людей передвигаются на колясках, с колясками, да, и так далее, то есть нужно ответственнее к этому относиться, то есть и самим не доставлять помех окружающим, да, и надеяться на это со стороны А какой у окружающих. вас рекорд, Ия? Рекорд чего? Километр. Километраж, Расстояние, самое да. большое расстояние, которое преодолевали, это 150 километров? нет, это поездка на Еланку. Вот недавно вот туристический были поход. гостями нашего эфира. Да. Кто у вас? Да. Но мы на сам туристический комплекс не заезжали. Да? Эта поездка занимает 4 дня. И в сумме, Сколько километров? по-моему, 250 или 280 километров. Это ваш рекорд. Да. Это И потом еще это назад? мой личный, да. Нет, туда и обратно. Туда и обратно Да. 280. Да, по-моему, так. Ну, вот здесь боюсь соврать, но, скажем, 280. Какой велосипед себе купить? Велосипед каждый выбирает на свой вкус Вот. и цвет. У нас огромное количество, в последнее время у нас появились замечательные городские велосипеды. Они красивые, они стильно выглядят, да? Ну и дорогие Значит, они, Примерно есть и сколько стоит недорогие, ваш есть велосипед? и дорогие. Я его покупала в 2014 году, поэтому За он сколько? сейчас стоит, я не могу сказать. Ну, порядка 18-20 тысяч. А сейчас, если посмотреть в магазинах, 25-30 тысяч, да? Но, опять же, всегда есть возможность. Вы можете заказать через интернет, вы можете выбрать различные модели. То есть очень много различных велосипедов. Конечно же, если вы планируете, все зависит от того, что вы хотите. Я, например, использую свой велосипед для поездок по городу и для загородных покатушек, что называется. Ия, можно я перебью? У нас мало времени остается до конца эфира. У вас также есть группы в WhatsApp, Да, когда я в сообщества. 2014 Нашим году- телезрителям можно сказать. Когда я в 2014 году села на велосипед, единственной ниточкой, связывающей меня с остальными велосипедистами, был велофорум на сайте ЕКТ.ру. А в настоящее время, конечно же, сейчас WhatsApp поглотил все, и существует большое количество разнообразных велосипедных групп, да, велосипедистов. Где сидят только девочки, да, получается? Есть группы, где сидят девочки, есть группы, где сидят люди постарше, есть группы, где сидят люди, участвующие в соревнованиях, есть группы для детские. Да, Большое для спасибо, родителей. Ия. У нас, да, к сожалению, мало времени. Спасибо, что вы пришли, показали велосипеды. Это не мой велосипед, сразу говорю, это Ия Панова принесла и привезла. Ну что, дорогие телезрители, большое вам спасибо. До следующих встреч. Оставайтесь с НВК Саха и Саха-24. Летний эфир. До скорой встречи.